учиться танцевать балет? Что такое фуэте? И какого вида бывает шпагат? Здесь это знают как дважды два. Чтобы поступить в хореографическое училище, нужно быть очень гибким и выносливым, иметь силу воли и упорства. Ученики в этом колледже очень стараются, а опытные хореографы учат и помогают им достичь высот. Роберт, чего ты добился и чего хочешь добиться? Я обучаюсь в этом колледже уже 5-й год. Добился много успехов, съездил на всероссийский конкурс артистов балетов и хореографов. Научился танцевать уже более-менее профессионально. Это завершающий год. Хотелось бы, конечно, танцевать в знаменитых ансамблях, таких как у нас в Башкирии ансамбль Фазига Аскарова, Мирас, как бы продвинуться немножко дальше в Москву. Почему ты решил заниматься хореографией? В детстве родители заметили у меня способности, что я могу, что я очень сильно подвижный ребенок, танцую все время, веселюсь. Они меня отдали на танцы, после этого у меня появился к этому интерес. Я узнал об этом колледже и решил поступить. Мне это нравится. Хореографическому колледжу имени Рудольфа Нуреева более 40 лет. Естественно, сам великий танцор Нуреев тоже учился там. На данный момент колледж является школой-интернатом, то есть для учеников это не только училище, но и дом. Если я захочу заниматься балетом, с чего мне нужно начинать? Вообще балетом нужно заниматься с раннего детства. Вот, например, нам в колледж уже поступают после начальных классов, но они уже имеют какую-то возможность, растяжку. Я знаю, что у людей, которые занимаются балетом, особый распорядок дня и режим питания. Можешь немного рассказать об этом? Распорядок дня, да, есть такое у каждого. Питание тоже у нас все проверяется медиками, все распределяется по калориям. Также распределение, каждый день должны входить как классический танец, также характерный. Скажи, а есть ли какие-нибудь продукты, которые вам категорически нельзя есть? Категорически, я предполагаю то, что все очень жирное, именно для девчонок, все жирное, это мучное, им нельзя поднимать свой вес, держать наравне, потому что у них есть и дуэтный танец, где мальчики должны поднимать девочек, и им нужно следить за своим весом. А для мальчиков, я думаю, мясное, чтобы наоборот были силы. Поступать в балетное училище в принципе нужно с 7 лет, хотя можно и чуть-чуть попозже, 8-9. В училище имени Рудольфа Нуреева есть 2 отделения – народного танца и классической хореографии. Обучение проходит по следующим специальностям – хореографическое искусство, искусство балета и искусство танца. Чтобы стать артистом балета, нужно заниматься ежедневно, следить за осанкой, тянуть носочки и внимательно слушать хореографа Александра Пенкина и Азат Петров. Специально для проекта «Культ Ура».